Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Мои дорогие, огромное спасибо заранее за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши лайки под видео и за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Какому мужчине я стану любимой и единственной? Подумайте о своей жизни, подумайте о своем идеальном мужчине, о своем идеальном браке, о своих идеальных отношениях. Загадайте на идеального мужчину. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какой мужчина вам по судьбе. Для какого мужчины вы станете самой любимой, самой замечательной и идеальной. Так, ну я вам, милые, так скажу, что у вас в судьбе несколько мужчин, не один, здесь несколько мужчин. Мужчины разные, не похожие друг на друга, они разные как и по внешнему виду, так и по судьбе, так и по роли, которые они сыграют в вашей именно жизни. Вот они, эти два мужчины, абсолютно разные. Один даже, вот они будут отличаться не только, скажем так, там, внешними либо внутренними качествами, характеристиками, они еще будут отличаться очень сильно, в принципе, вот, да, по времени, как они будут входить в вашу жизнь и насколько они будут входить в вашу жизнь. Один мужчинка идет у нас такой пустенький, ну, скажем так, поморочит вам голову, да, очень нерешительный, очень закомплексованный, ну, бедолашка, назовем его так. Вы уж не извините, не обижайтесь, но вот так идет. У человека, ну, у него как-то по жизни все пусто, он как неудачник какой-то, понимаете? Человек, в принципе, неплохой, но идет как неудачник мне. То есть он по жизни вот такая одиночка, видите, он одиночка. Одиночка он идет, конечно, любит, конечно, любил, любит, будет любить. Этот мужчина никогда вас не забудет. У него никогда не сложится крепкая, дружная семья, и ни с вами, ни с какой-либо другой женщиной. С другой женщиной не сложится, потому что вас он никогда не забудет, всегда будет сравнивать. С вами не сложится, потому что он уж слишком сильно какой-то робкий, неуверенный в себе. И, знаете, ну, такой человек, он как перекати поле, да, он не привязан ни к чему. То есть нету каких-то вот якорей, которые он может бросать. Плюс он... Ну, такой может быть у него характер, а может быть судьба, когда его постоянно манит в какие-то путешествия, приключения. Вот не сидится ему на одном месте. Вот такой человек сам. Вот он, знаете, всю жизнь промается, ничего так в жизни конкретного не сделает. Может там детей по свету накидать, ну... Результат такой, вот честно, результат человек один остается один, как бы воспоминания есть, все есть, но по факту никого рядом нету. Вы с этим человеком вы можете даже в брак вступить, либо уже были в браке с ним, либо в брак вы еще вступите, либо будете рассматривать его вот в качестве мужа. Человек очень... чувствительный, очень нежный, очень тонкий. Он умеет красиво сказать о любви, он умеет ухаживать. У него слова словно мед. И он правда верит в то, что он говорит. Он как ребенок. Вот посмотришь его в глаза, они такие чистые, они такие ясные. И каждое его словечко, каждый его, я не знаю, там вздох и ах, они не наигранные, они реальные, настоящие. Этим он вас им покорил, мои дорогие. Да, очень много недостатков, но за вот эти его добрые, хорошие слова вы готовы просто ему, не знаю, все подарить, все простить. Этот мужчина, он сам поломает ваши отношения и сам из них уйдет. То есть, понимаете, вы очень сильная для него. Вы его можете, ну, в ежовых рукавицах, скажем так, держать. Вы можете его оставить рядом с собой. Но он против того, чтобы жить в золотой клетке. А с вами его жизнь, она именно превращается в золотую клетку. Помните, я вам говорила, что у него какая-то особенность, то ли характер, то ли карма такая. Его всегда манит дорога, путешествие,
путешествия, новые люди, встречи, знакомства. То есть этот такой человек, да, любит он там, я не знаю, с палаткой куда-то ходить, бродить, там, переезжать из места на место, с города на город. Он такой, с работы на другую работу переходить. То есть постоянства в жизни нет. Он не стремится к этому постоянству. Это у него прям отторжение идет. Я не могу быть постоянным. Мне нужно постоянно туда-сюда передвигаться, двигаться, что-то новенькое видеть. То есть человек, в принципе, хороший. Вы знаете, он бы мог стать прекрасным писателем, поэтом, художником. Не знаю, вот он очень артистичный, у него талант есть, красиво говорить. Он вот настолько у него мимика яркая, настолько он красиво может себя подать. Молодец. Но нету у него привязки ни к чему. Поэтому он как воздушный шарик. Понимаете, вот куда ветер подул, туда его понесло. Да, как флюгер. Но у флюгера нет. Это плохое сравнение. У флюгера хотя бы основа есть, да, на которой он стоит. А здесь вот действительно как воздушный шарик. Он все время скитается по миру, летает туда-сюда, туда-сюда. То есть нет у него пристанища, нет у него дома. Человек, конечно, подарит вам море ярких эмоций, море ярких каких-то, я даже не знаю, как это назвать, ощущений, да. То есть с этим человеком вы полностью там, по самую макушечку окунетесь в океан любви, даже не знаю, как это еще правильно. Вот я даже выразить не могу, насколько вот он красиво может любить, насколько красиво будет ухаживать. Но отношения, они такие, знаете, с минусовочкой идут. То есть когда вы вместе в любви, то у вас прям, знаете, вы вдвоем и никого больше нет. Но когда быт, личная жизнь, да, вот ваша вот именно, ну, семейная жизнь, да, то он вообще негожий. Он негожий, он ничего не может, ничего не умеет. За что бы он ни взялся, все ломается. Желания нету. А желания нет, потому что понимает, что он все равно не сделает так, как надо. Все равно ему скажут, что у тебя руки с одного места. Там пойдет, я не знаю, кран откручивать, резьбу сорвет, не знаю, будет гвоздь забивать, руку сломает. Понимаете, вот такой мужчина идет. Вот, он не приспособлен к быту. Плюс ему это и не нравится. Ему это не нравится, ему этого не хочется. Ему бы куда-то в путешествие, рюкзачок, да, и поехал. Или пошел, вот как понравится. Этот человек никогда вас не забудет. Вы его покорили, поразили в самое сердце. Возможно, он долго к вам присматривался, не решался подойти. И, знаете, он всегда к вам относился как к самому большому дару. И что бы вы ему ни говорили, как бы вы его ни обижали, вот он все равно будет помнить только самое лучшее, самое прекрасное из ваших отношений. Мужчина неплохой, но он не для семьи, не для семейных отношений. То есть отпускайте, если был в прошлом, то не переживайте за него, да, это его судьба. Вы не вправе и не в силах что-то поменять. Да, вы там давали ему любовь, да, вы стали его музой, но тем не менее, понимаете, его жизнь, ему ее и жить. Возможно, это карма, которую нужно ему будет все-таки пройти. Карма, ну, на мой взгляд, очень тяжелая. Здесь, кстати, очень много месяцев у него вышло. Здесь может быть и карма, и порчи, и проклятие, что угодно может быть. То есть судьба у него сама по себе тяжелая. Тяжелая тем, что у него нет в судьбе стабильности. А это, ну, извините меня, дерево без корней. Он не стоит на земле, падает и катится, да. Так что, мои милые, здесь, а вы бы ничего не сделали. Наслаждайтесь, если этот человек рядом. Если нет, то не сожалейте. Знайте, что он вас никогда не забудет. А ваша дорога пойти дальше. Когда вы пойдете дальше, мои милые, здесь другой мужчина идет. Мужчина идет такой борец, воин, победитель. Даже не знаю, как его назвать. Может, он связан с военным делом. Может быть, он работает, это, не знаю, в охране. Либо у него... Он спортсмен какой-то, он тренирует людей. Он может быть каким-нибудь там высоким чином в полиции, в армии, может быть, в прокуратуре. То есть человек, вот на мой взгляд, человек, который при форме, да, вот он форма все время у него, то ли спортивная, то ли военная, то ли, ну не знаю, какая-то, может быть, он летчик, может быть, он капитан на корабле, понимаете, тут человек в форме именно идет. Может, кстати, железнодорожники, они тоже форму носят. Человек идет в форме. Вот у него все по правилам, у него все по полочкам, педант. Знаете, вот прям педант такой идет. Все чин-чинарем, понимаете, вот это стабильный человек. Вот этот человек, он, конечно же, он не такой романтичный и не умеет говорить он красивых слов, но, девочки мои, зато он может обеспечить вам комфортную жизнь, он может вам достаток дать, он может дать вам спокойствие, заботу, уют, вот все, понимаете, все то, что мы
от чего мы, скажем так, по молодости отказываемся, да, и что мы начинаем ценить уже там с годами, да, скажем так, да, вот что важно. Заботливый, любящий, может и не то, что там гвоздь забить, он там, я не знаю, может своими руками всю дом построить, понимаете, постоянно развивается, постоянно учится, ну такой, знаете, вот матерый, золотые ручки и светлая головушка. Мужчина, конечно, замечательно идет, жестковат, честно скажу, он жестковат в плане эмоций, знаете, вот лишний раз даже и может не обнять и не поцеловать, потому что, ну так не воспитан он, понимаете, воспитан, плюс еще наложилась на него, может там служба, может быть отношения, вот которые там в семье, друзья, да, вот как-то вот не привык он показывать вот эти все муси-пуси. Хотя вот детки, если у вас будут, вот вы увидите его настоящее лицо. С детьми он совершенно другой. С детьми он сам в ребенка превращается. Возможно, кстати, детство было трудное и недополучал он любви. То ли родители слишком много работали, то ли он, ну, скажем, там из многодетной семьи, либо семья неполноценная, да, когда там мама одна воспитывала, либо вообще ребенок мог жить у бабушки с дедушкой, пока родители работали. То есть он стабильный, очень стабильный, но чувства свои показывает так, знаете, так-сяк, да, не умеет. Не просите романтики от него, не просите и не ждите, потому что для него это просто, ну, как невозможно, да, вот, ну, нету у него к этому способности. Вот он во всем талантливой способности, кроме этого. Смотрите, этот человек, он вас на руках держит, видите, вы для него маленькая девочка, малышка, он вас держит на руках, он о вас заботится. Если с этим мужичком вы одинокая были, да, вот вы как в облаках летали, а этот держит вас крепко на руках, то есть он вас будет по жизни на руках носить, понимаете, чтобы вы там нигде ножку не накололи, да, нигде там не замочили, не промочили ноги. Вот такой мужчина идет. Если вы настроены на именно такие отношения, я просто знаю, есть достаточно феминистичные девушки, женщины, которые там типа я сама и прочее. Этот мужчина, конечно, вам не подойдет, потому что он патриархальный немножечко. Он будет требовать от вас, ну, скажем так, ну, не слепого там подчинения, а хотя бы, чтобы вы уважали его мнение и пользовались, да, его там советами и прочим. То есть для него это будет важно, чувствовать, что вот он глава семьи, что на нем лежит там и обязанности, и ответственность, и также он, ну, ответственный за всех, да, за всех, и все его вот слушаются и уважают. Это очень для него важно. Если вы девушка, женщина такая, знаете, мягенькая, обычная, которая просто ждет своего женского счастья, чтобы они заботились. Вот знаете, такая недолюбленная, я бы даже сказала, да, у которой, ну как сама себе, да, все, и баба, и мужик, сама на себя работаю, еще там на мужа работала, и детей тащила. Если вы устали и хотите действительно, чтобы о вас позаботились, то этот мужчина будет идеальный. С этим мужчином, во-первых, и дом богатый будет, и жизнь будет долгая, счастливая, и он вас и к больницу отвезет, и за вами поухаживает. Если вы там, не дай бог, что приболели, так он сам все может делать, там и детей собрать, отвезти, привезти из школы, и еду приготовить, и постирать, все сможет сделать. И никогда вам вину корить не будет, что вот, дескать, ты там заболела, валяешься. Мужчина хороший, стабильный. Я, девочки, вам так скажу. Я честно вот по этому песку скажу вам так, что эти два основные мужчины, они вышли сейчас. Это на, ну, скажем так, ваше прошлое, будущее, да, тире будущее. Это вот где-то на 5 лет минус, 5 лет плюс, да. У вас еще в судьбу где-то мимо вас будут ходить мужчины. Понимаете, вот несколько мужчин я еще вижу, но они не четко прорисовались, потому что они не идут основными. Они, как вы знаете, как вспомогательная дорога идут. Вот, так что, мои дорогие, вот не зацикливайтесь на этих двух, понимайте, что жизнь, она более сложная, более многогранная, и могут быть и еще другие варианты. Понимаете, в судьбе и по судьбу это не значит навсегда, что вот один пришел, все, я только с ним буду жить. Нет, это ваш выбор. Если вы выбираете этого человека, вы с ним живете. Если вы не выбираете, вы идете дальше, и вам присылают других людей. Понимаете, вот такое идет. Так. Мои милые, как бы там ни было, вы звездная, вы замечательная. Люди вас, мужчины, любят, обожают, уважают и, ну, желают быть с вами, желают познать именно прекрасные, счастливые моменты вместе. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.